Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. В Северной Осетии стартовала досрочная волна ЕГЭ. Сегодня выпускники сдавали второй обязательный экзамен по математике. В список досрочников вошли школьники с хорошей успеваемостью, спортсмены и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Не боятся ударить лицом в снег. В ЦИИ прошел зимний фестиваль по экстремальным видам спорта. Оценила мастерство североостинских сноубордистов наш корреспондент Залина Губурова. Эти и другие темы далее подробно. Волнение и положительный настрой сопровождают сегодня тех, кто досрочно сдает ЕГЭ по математике. Хорошая успеваемость, занятия спортом или состояние здоровья – основные причины, по которым школьники могут пройти тестирование заранее. Причем в список досрочников можно войти только после разрешения педагогической комиссии и проверки специалистов Министерства образования. По регламенту выпускники с ограниченными возможностями здоровья сдают в отдельных аудиториях. Кроме того, на прохождение ЕГЭ им дается на 1,5 часа больше. С прошлого года чуть ли не каждый день сидела за этими экзаменами, и в том числе и по математике. Переживаю очень сильно, надеюсь, что результат будет высокий. В этом году ЕГЭ по математике разделили на базовый и профильный уровень. Сегодня базовый сдают 14 человек. Это необходимо для получения школьного аттестата. Более сложный уровень позволит поступить в вуз. Срок сдачи досрочного экзамена в этом году продлили до 24 апреля. Это связано с тем, что отменили вторую волну в июле. Условия абсолютно одинаковые, видеонаблюдение обязательно, оно по всей стране функционирует. Порядок един для всех учащихся нашей страны. Отсюда название экзамена «Единый государственный экзамен», что все учащиеся сдают в одинаковых условиях, по одинаковым заданиям, по структуре одинаковых заданий, потому что в регионах задания могут меняться, но не может меняться их уровень. В этом году в досрочном этапе примет участие более 120 человек. Из них 13 выпускники этого года. За ходом проведения экзамена в прямом эфире желающие могут следить на сайте «Смотри ЕГЭ». Съемка помогает выявить и нарушения. В прошлом году их было свыше 70. Анжела Засохова, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Начальник Североостинского управления ГИБДД Хасанбек Бекузаров провел прием граждан Кировского и Алагирского районов. На встрече он обсудил с местными жителями вопросы по безопасности дорожного движения и о повышении эффективности работы госавтоинспекции. Люди обеспокоены состоянием улично-дорожной сети. В частности, их интересует законность установки лежачих полицейских. Также начальник Хасанбек Бекузаров объяснил, по какому принципу на дорогах выставлены камеры фото- и видеофиксации. Все заявления и предложения, поступившие во время приема, были рассмотрены. Граждане получили компетентные ответы и разъяснения. Вопросы, требующие отдельного разбирательства, Хасанбек Бекузаров поставил на личный контроль. Земфира Лулаева, Тимур Мазаев, Осетия ТВ. Герои никогда не умирают, герои всегда живут. В Северной Осетии стартовала акция «Имя героя в школе». Инициатором выступила организация «Общероссийский народный фронт». Имена героев присвоили уже 2 школам Моздокского района. На самом деле Моздокский район вышел инициатором проведения этих мероприятий. Это стартанули как раз мы в Моздокском районе, первые 3 школы. Еще на подходе еще несколько школ в Моздокском районе. Потом я надеюсь, что вся республика подхватит этот флаг, и во всех школах будет решен этот вопрос о присвоении имен героев. В селении Киевской школе номер 1 имя героя присвоили путем голосования. В нем участвовали ученики, родители и просто жители села. Выбирались 4 кандидатов, все учились в этой школе. Хазбих Угаев, Павел Авраменко, Николай Мартыненко и Арсен Абдулаев. В результате выбора школа получила имя Николая Мартыненко. В годы войны он показал образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками. За проявленные при этом мужество и отвагу Николай Александрович был награжден орденом славы 1 степени, став полным кавалером ордена славы. На протяжении 2 месяцев велась активная работа по сбору и накоплению обработки информации. Мы узнали очень много о героических поступках наших земляков, наших селян. И сегодня мы путем голосования установили то, чье имя будет носить наша школа. Проект «Имя героя в школе» – прекрасная возможность укрепить в учащихся чувство гордости за родной край, за людей, которые его защищали, отстаивали и развивали в послевоенные годы. Эстафета пройдет по всей Северной Осетии. Зираса Багаева, Михаил Безугов, Осетия ТВ.
Тем, кто не боится ударить в снег лицом, и всем любителям экстрима самое время отправиться в горнолыжный курорт Цей. Несмотря на то, что на улицах города уже весна и снегом даже не пахнет, в горах зима продолжается. Сюда в самый разгар сезона съезжаются любители активного отдыха со всей страны. В эти дни здесь не только дилетанты, но и профессионалы. В Цее проходит зимний фестиваль по экстремальным видам спорта. К нам приехало очень много ребят, участников, было порядка 25 человек. И ребята отовсюду, с Пятигорска целая команда приехала, с Нальчика, со Ставрополя ребята приехали. Та дисциплина, которая сегодня проходила, это одна из самых популярных дисциплин, это слоупстайл, то есть это сноупарк, у нас там много всяких фигур, много всяких трамплинов, и райдер, то есть участник соревнований, должен проехать по всему парку, и оценивается каждая фигура в отдельности. Канатная дорога поднимет вас на высоту 2500 метров. Отсюда, с высоты птичьего полета, открывается поистине сказочный вид. И вот уже с вершины на большой скорости несутся экстремалы. Одна из самых популярных дисциплин – слоупстайл – полоса препятствий для сноубордистов. Впервые этот вид спорта в прошлом году был представлен на Олимпийских играх. Самый юный участник состязаний, Леня Страшнов, мечтает стать олимпийским чемпионом. Мне 13 лет, катаюсь 6 лет. Вот, первый раз стал на доску в Донбайе. Меня папа поставил, купил мне сноуборд. Мне понравилось, и с тех пор часто с ним ездим, катаемся везде. Вот в этом году приехали в Цей на соревнования, катаемся весело. Но в дальнейшем собираюсь выступать на Олимпиаде за Россию. Еще один участник состязаний – Заурбек Нагаев. В этом году он завоевал 2-е место. Райдер отлично преодолел все препятствия, покорив сердца судей и зрителей. Принимаю, если честно, в соревнованиях первый раз участие. Катаюсь уже лет 5. Вне соревнований тоже пробовал какие-то элементы. Не думал, что когда-то буду их применять, но вот провели соревнования, пришлось поучаствовать. Завтра я приберег пару трюков, конечно. Есть такой трюк бэкфлип называется. Это сальто с продвижением вперед. Я думаю, я смогу его осилить и завтра тоже. Горные лыжи и сноуборд, как и любой другой вид спорта, связан с большим риском. Соблюдение правил безопасности на склоне обязательно. Поэтому за безопасностью здесь всегда следят сотрудники МЧС. Залина Губурова, Олег Рамонов, Осетия ТВ.